Всех приветствую! Продолжим показывать Асунсьон и его красоты. Сегодня у нас площадь Педро Хуан Кабальеро. Много красивых особняков. Сейчас прогуляемся и покажем. И, кстати, на другой стороне очень интересное дерево. Подойдем поближе. Называется это дерево бутылочное. Очень необычное и формой ствола, и тем, что покрыто оно колючками. А сейчас, поскольку еще зима, то стоит лысое, вообще ни листочка, ни цветочка. Однако лысое дерево и голое — это еще не показатель того, что у нас все такое. Какая красота! Называется Санта-Рита. Вон там впереди обычный кипарис. Честно, я здесь первый раз такое вижу. Очень редко встречается. Ну, дальше уже манго. Завязались и созревают. Все зелененькое, все цветет. Это цитрусовые деревья. Уже урожай закончился. Так что уже только в следующем году будут. Так. Агава. Еще Санта-Рита. Какая пальма красивая. Так. Прям с архитектурными изысками. Даже вон кусочек колонны есть встроенной. Зачем это было делать такое? Сложно понять, да, но красиво. И как часто тут бывает, асфальт, а в одну и в другую сторону по бокам уже все, брусчатка. Посиделки с жарением мяса — это всегда по субботам, а в воскресенье люди по домам, поэтому на улицах вот так тихо и никого практически нет. Как красиво, столько даже в горшках кустов всяких, цветов, сейчас азалии цветут. А это миндали, плоды у него съедобные, очень трудно разбивать молотком, толстая скорлупа. Тут же издаются квартиры, называется жилой комплекс Домус. Не рекламируем недвижимость, но расположение очень удачное у этого дома. Тихо, район очень хороший, спокойный, и рядышком центр. Покажем еще. А это фикус. Да-да-да, он самый. Его привычно видеть маленьким в цветочном горшке, а здесь, в Южной Америке, он вырастает огромным деревом. И как мы уже рассказывали, поскольку деревья вырубать нельзя, а проводов очень много, то убирают ветки, которые мешают, и даже в середине дерева, среди его кроны, оставляют такой зазор для десятков проводов. А с другой стороны, внизу парикмахерская, а наверху уже жилые помещения. Какое интересное сооружение. Интересное сооружение с непонятной формой оказалось жилым домом. Это еще одна тихая улочка. И ни одного человека. Такие высокие королевские пальмы. Таким лет по 100, наверное, может даже больше. Прям все оттенки Санта-Риты сегодня сняли. Такой оранжевый редко встречается. Какой кактус? Кактус какой, посмотри. Ну да. Сейчас. Это ж сколько ему десятков лет. Ой, учитывая, что кактусы растут медленно. Ничего себе. Это уже современный вариант строительства, дуплекса. У каждого свой кусочек двора есть, место для машины. Не могу не показать еще раз этот огромный кактус.
А напротив дома с кактусом пустой участок. Огороженный, непонятно, сдается, продается, но пока просто отгорожен. Кстати, по местному законодательству, если вы даже у себя на участке хотите спилить дерево, нужно получить разрешение в местном муниципалитете, и в разных городах разные требования. Еще и предоставить то количество саженцев, которые вам скажут предоставить. Так что не все просто. Да, сила местных муравьев и их размеры не перестают удивлять. Какие огромные! Муравей сантиметра 1,5 размером. Так, очень надеюсь, что они не ядовитые. Огромные. Резцы какие-то есть. Абсолютно непонятное сооружение. Но вот мы с другой стороны обошли. Купола стеклянные есть. И здесь не просто ворота или забор, а целая клумба из камней выложена. Ну, нам прям везет сегодня на красоту. Сколько всего красивого. Тут почти возле каждого дома есть будочка и сидит охранник. И пока мы снимали это непонятное, но очень интересное сооружение, уже так подошел охранник невзначай. Местная киса. Она не очень по-доброму тоже настороженно смотрит. Так, вернулись мы на улицу Алас-Парагваяс, по которой уже ходили, но несколькими кварталами выше. И сдается красивый домик с пальмами. Правда, замучаешься потом листья рубить от этих пальм, когда они будут падать. Покажи телефон, может, кому интересно. Ну, записываем, звоним, узнаем. Тут везде и тротуары хорошие. Чистенько. Так, пластическая хирургия. Контакты. Парагвайское общество пластических хирургов. О как. И тут же есть образовательный центр, называется Лос Лаурелис. Ну, у нас пока из-за карантина все школы закрыты, но в этом районе своя школа есть. Очень удобно для тех, кто живет здесь. Вот это еще не показывали. Какое интересное дерево. Пчелок много летает. Так, и еще один дом сдается.